Столичные автоинспекторы вместе с общественниками устроили ликбез для водителей большегрузов. До 1 апреля этого года контрольным устройством должны оснастить все транспортные средства категории N2, имеющие массу от 3,5 до 12 тонн. В прошлом году эти требования коснулись пассажирских автобусов и автомобилей массой свыше 12 тонн. Однако некоторые водители и собственники продолжают нарушать закон. Евгений Ракин продолжит. В очередной рейд с ГИБДД вышли общественники. Их миссия сегодня провести ликбез. Для тех, кто еще не знает, что с апреля водителям большегрузов массой до 12 тонн за отсутствие тахографов грозит административное наказание. Контрольные устройства уже обязали устанавливать на пассажирских автобусах и тяжелогрузных машинах. Датчики регистрируют скорость движения, а также режим труда и отдыха членов экипажа. Мне пришлось побывать за границей, где на автобусах установлены эти тахографы. И ни один водитель никогда не поедет, не выйдет в рейс, если он не отдохнул. Почему? Потому что тахограф зафиксирует время, когда он садится за руль и сколько времени он будет находиться в движении. Большинство водителей признает, тахограф – устройство нужное. Водителю, особенно дальних рейсов, необходимо отдыхать, ведь в том числе и от его самочувствия зависит безопасность движения. Однако соблюдать рекомендации удается далеко не всегда. 8 лет на Европу отработал, очень удобно, в принципе. И нужно соблюдать режим дня и отдыха, потому что будет... Но у нас нет пока условий таких, как таковых, это автостоянок. И несоответствие дорог. Обмануть цифровое устройство не удастся, отключить его нельзя, а все показания может проверить инспектор с помощью специального электронного ключа. Карта контролера, с помощью которой можно с прибора считать показания, как раз время работы водителя, одного водителя, двух водителей, показания самого прибора. Исключение из правил транспорт оперативных служб и спецтехника. Для них наличие контрольного устройства не обязательно. В приказе номер 36 от 13 февраля 2013 года есть полный перечень транспортных средств, которые не обязаны устанавливать тахографы. Это, например, автобетоносмесители, автокраны, автоэвакуаторы. В общем, транспортные средства, которые не осуществляют перевозку пассажиров или грузов. К сожалению, владельцы большого автотранспорта не спешат устанавливать тахографы. Видимо, смущает стоимость оборудования – свыше 40 тысяч рублей за устройство. Но скупой платит дважды. Штрафы за отсутствие аппарата до 3 тысяч для водителя и до 10 тысяч рублей для должностных лиц. С начала года только в Сыктывкаре сотрудники госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 20 должностных лиц и еще столько же водителей. Евгений Ракин, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.